Весна, ребятки. Еще недавно тут с лопатой бегал, а уже по тайке, ребята, и уже все подрастаяло, дорожки. Моя буранка, ребят, еще живая. Но скоро-скоро будем заканчивать снегоходный сезон. С рыбалкой еще, может быть, и нет. Но уже, ребята, канавы. Вчера ездил, дороги. Вот это все уже, ребят, наполнилось водой. Такое себе, конечно. Но еще можно, так скажем. Выходные, ребят, деревня. Великолепная погода. А выходные в деревне что, ребят? Правильно, баня. Ну, традиционно, наверное, у многих в деревнях выходных баня. Это стабильно, ребята. Баня это не только для отдыха, да, там сауна, попариться, там расслабиться. Ну, это у нас место душа, место ванны. Также какие-то стирки производятся. В общем, выходные, ребят, в деревне дымит из трубы дымок. Банька. А после баньки, ребята, что? Правильно. Вот какие вы молодцы. Возможно, что-нибудь вкусненькое, да? Квасочку, морсика, компотика. Можно и пивка, ребят. Пивко, конечно, такое себе. Вредина, но бывает охота, ребят, от души. Сегодня у нас, ребят, готовка очередная. И с Юриной мы как раз хотим сделать закуску. Ну, вот что-нибудь типа такого плана под какой-нибудь выходной день там. Ну, сейчас сезон мангалов начнется, беседок, шашлыков, друзей, встреч. И что-нибудь такое на скорую руку, ребят, закуска к пиву, допустим, да, там, или что-нибудь еще достать и побалдеть. Вот. Что-то мы решили, ребят, сделать закусочку. Не знаю, всю информацию сейчас у Юрьевны узнаем. Ну, а пока, ребят, красота, блин. Сегодня прям чудесная погода. Но в выходные, ребят, я никуда не езжу. Кто многие знает, я с семьей, я дома. Бани, шмани и так далее. Короче, погнали на кухню, ребят. Все будем узнавать, что там Юрьевна хочет серьезное замутить. Ну, мы уже давно это хотели сделать. Вот решили попробовать. Очередная готовка, ребята, в автоклаве. Поехали. Тут как тут. Тут как тут. Ты уже тут как тут, да? Уже только положили. Все, сразу надо залезть. Морда. Ты морда. Так, друзья, ну что, на кухне. Алиса Юрьевна, поздоровайтесь. Доброе утро. Все пишут, куда пропала, где рыбалка. Где рыбалка, куда, когда? Когда поедешь? Не знаю. Некогда, да? Нет. Так, ребят, ну что, Юрина, рассказывай. Тут смотрю, что-то много крыльев всяких разных. Да, видели как-то в интернете рецепт, хотим тоже повторить, попробовать. Крылышки в пиве, в соусе, Угу. в автоклаве. То бишь это будет закуска, правильно? Да. Ну такая. Крылышки в пиве, к пиву, да, получается? Да. Что за чудо? Хотим попробовать. Да, в общем, ребят, я вам уже сказал, что будет закуска такая интересная. Вот у нас сколько, 5 килограмм? 4-5. 4,5. 4,5 килограмм у нас крыльев. Вот, они у нас что-то немножко не разморозились. Хотя вчера достали. Сейчас в маринаде постоят. Вот. Так, ну что, мы, получается, наполовинку режем по фаланге и будем мариновать. То бишь, как шашлык будем мариновать, чтобы он немножко постоял у нас, правильно? Да. 2 И часа. 2 часика, ребят. И еще мы хотели обжарить. Все это дело обжарить и потом только по баночкам раскладывать. Но что-то решили не заморачиваться, да? Слишком много курицы на сковородке. Это что-то долго все. Мне кажется, мы уже там готовы. Она уже там готова будет, да?
Ну вот сезон придет, ребята, потеплее. В казане вот потом. казане, Да, в казане бы потом мы, конечно, все это бы сделали. Короче, попробуем так. Будет такой, знаете, кисло-сладкий, не знаю, острый какой-нибудь соус. Так я понимаю, потому что тут у нас и горчица, смотрю, и соевый соус, и темное пиво. Вот, короче, не знаю, что-нибудь попробуем сделать. Автоклавчик у нас, ребят, Фенсел Мини на 10 пол-литровых. Есть у нас Фенсел 2 на 15 пол-литровых. Все те же автоклавы работают, очень нам нравится. И фишка в том, что, ну, допустим, есть у нас афганский казан, да, ну, это приготовить съесть, а это вот именно что долгое хранение. Люди спрашивают, сколько хранится банка. Ты знаешь, Лариса Юрьевна, сколько хранится банка? Ну, я думаю, года 3. Ну, года 2, да, как минимум, можно хранить. Ну, ребят, не знаю, как у кого, но у нас разлетается махом, как бы. Мы готовим немного для себя, как бы мы прям не заготавливаем это все там банками, пачками. Приготовили. Я на рыбалку где-то таскаю. Бывает дома. Нет, когда нет времени, достаем, что-то готовим. Вот. А так в основном это, да, для походов сделано. Делаем для походов. Сейчас нарежу, помоем. Угу. Вот как-то так, ребятки. Так что будем пробовать. Ну все, что готово. Сейчас помоем. И, в принципе, можно мариновать уже будет. Курица. Курица. Чесночок. Друзья, ну что, поперло дело. Всякие остро-кисло-сладкие штуки пойдут сейчас в ход. Немножко чесночка. Ну как немножко, сколько там? 5 зубчиков. Так, у нас будет, ребята, пиво. Наливаем пивко. Обязательно темное? Да. С этого не пойдет? Нет, темное, оно таким хлебом отдает. Угу. Так, 0,5 пива. Горчицу. Чайную ложку. Мед. Как в пиве все, да? Как в пиве все, ребята, этот шипит, растворяется. Прикольно. Пиво, наверное, лучше, чтобы теплое было, да? Домашний, ой, ну, комнатной температуры. Растворится. Так, соевый соус. Че, как пропорция? Опять на глаз всё? На вкус. На вкус? Сейчас будем. Паприка копченая. Угу. Ну, паприка копченая, ребят, это везде.
Мне кажется, это приправа огонь. Просто. Я очень люблю ее. Картошку жарить даже тоже добавляю. Перчик пошел. Так, у нас получается острый, сладко. Ну да, кисло-сладкое, острый, короче, какой-то будет соус. Кунжут. А зачем кунжут? Азиатский стиль. Азиатский стиль, да? Ну, Ну да, в Азии, кстати, курицу такую уже готовят всякую. крылышки же готовят. Вот. Но. И терияки соус. Вот это жижа получилась. Ну да, это Сейчас попробуем на соль. что-то вот Этот маринад. азиатский стиль, согласен с тобой, да? Они как раз вот именно любят такой, знаешь, кислый этот. Острое, все острое. Ну слушай, мне кажется, наоборот, чтобы вот эти крылышки были как раз, ну, знаешь, острые, знаешь, наоборот, как бы, ну, именно под закуску. Чтобы вот это выражение вот этого приправ было прям хорошо отмечено. Надо все полностью, чтобы Ну да, сейчас, ребят, вот это все надо хорошенько перемешать, чтобы все растворилось, мед, горчица. А, запах, слушай, я тебе скажу, матерый. Получается, заливаем и ждем, да? Размешиваем и ждем пару часиков, Да. чтобы у нас, ребят, постояло все. Че, Не хватает соли. соли? Да, соли нет. Ну да, кстати, ребят, не забывайте, что соевый соус, вот, он соленый. Да. Соль аккуратно будет. Ну вот, сейчас досаливаем и не знаю, что будем заправлять, размешивать, чтобы каждый кусочек, ребят, обволокло этим соусом. В принципе, все. Ну и вот, в принципе, а ты потом хотел обжаривать или изначально курицу просто пожарить? Нет. Когда постоит. А, когда постоит? Маринадом. Можете так попробовать. Ну слушай, ну это уже интересно было, она уже готовая будет, знаешь, такая. Просто будет у него, знаешь, поджаристый этот вкус еще, вид. Ну все, наверное, пробуй. Наверное, огонь. Чувствуется острота. Да? Ну вот такое и должно, ребята. Такое и должно быть. Почему? Я еще добавила терияки. Пиво же всегда любят соленую рыбу, там, знаешь, там что-то копченое, там, териячки еще. Короче, ребята, вот не знаю, все, видите, опять же на глаз делаем. Пропорций у нас никаких нету, мы экспериментируем постоянно. Что-то пытаемся для тебя интересного надыбать. Мы уже много чего готовили. Рыбу всю переготовили, что у нас в водоеме ловится, даже больше. Каша, мясо. И у нас уже есть что-то даже любимое. Мне очень нравится щука в томате. Ну, вообще рыба. Очень нравится гороховая каша. Вот. Соус мы делали даже болонеза. И вот сейчас что-то такое вот экзотическое. Ну, я бы не сказал, что это экзотическое, но прикольно. Я думал, что вот баночку вывалить, знаешь, вот так, хопа, с холодильничка, и красота. Такие дела. Вот такая жижа, ребята. Да, я попробую тоже. Вот она. Адская кухня. Красота. Слушай, пока мне все нравится, выглядит прям круто. Прям вообще круто. Я попробовал, кстати, ребят, прикольный вкус, знаете, такой вот, ну,
не сравним ни с чем, знаете, сразу такие реакции, ну, вкусовые всякие прилетают. Чувствуется пиво, конечно, немножко, но Лариса говорит, что это все потом не будет в пивом, ну, отдавать. Ну, сами понимаете, кто готовит, кто добавляет вино там к мясу, оно даже все выпаряется, вот этот спирт. И алкоголя там вообще нету. Это чисто для вкуса, для запаха. Все, сейчас тщательный массаж и 2 часика. На 2 часика, ребят, убираем. Пускай все это у нас маринуется, пропитывается. Ну, периодически помешивайте. Вообще, да, слушай, хорошо бы было сделать, да, вот маринад, там, допустим, вчера, да, вечером, да, Да. и чтобы постояло всю ночку, там, допустим. Или сейчас это все на мангал. Ну да, или сейчас это все на мангал, ребята. Но А может, у нас автокар. может, ну его, может, пойдем на улицу. Такая погода. Там, кстати, пятачок растаял, уже можно мангал стоять. Скоро откроем. Я с удовольствием бы. Надо, кстати, что-то сделать, да? Конечно. Сейчас на выходных какой-нибудь денечек надо заморочиться. Ребят, пишите. Кому будет интересно, подснимаем, что-нибудь приготовим вкусного, посидим, пообщаемся. Ну класс, класс еще. Я думаю, получится бомба. Будет нормально. Уже чувствую, что будет все классно. А вот этот маринад будем добавлять в банку? Да, конечно. А, ну тогда вообще вещь. Тогда вещь, ребят. Автоклав все-таки сделает свое дело. Именно под хорошей температурой, под давлением он там сделает. Он там все сделает, все за вас. Поверьте. Да, ребят, видно мне, не видно. Такое солнце сегодня чудесное. Постоянно пишите, Андрюха, где найти ссылку, ребят. Ну, в каждом ролике снизу оставляем в описании всю информацию. Сайт конкретно. Заходим, читаем, много полезной информации. Есть там и рецепты, ребята. Помимо там можно заказать крышки, банки. У нас Фенсел Мини, Фенсел 2. В общем, ссылку, ребят, на магазин оставляю в описании. Есть небольшой промокодик. По промокоду Дрюня будет небольшая скидочка. Берите, ребят, не пожалеете. Готовьте вместе с нами, делитесь рецептами. В общем, вещь классная. Такие дела. Массаж хороший произвели. Лариса Юрьевна произвела отличный массаж. Все. Теперь оставляем мариноваться. Ну, 2 часика, да, как пускай постоит. Да? Класс, класс. А пока на улице, ребят. Держи. Кофеечка. Кофеечка? Давай с кофеечка.
баночки подготовили, пока крышечки подготовили. Крышечки еще не готовы. А, еще не готовили, да? Тоже спрашивают, стерилизуете, не стерилизуете, ребят. Ну да, немножко делаем, но хотя многие вот пишут, автоклавщики матерые, которые говорят, что особо даже и не нужно. Так, ну все, мы закладываем, ребят, наши крылышки. Плюс-минус. Можно было, конечно, убирать вот это все. Кончики-то эти. Да. Ну. Я оставила. Поскольку интересно. Ну, давай Получается полных 3 крыла. Угу. По 6 В банку. Ну, сейчас попробуем так. Ну, что-то где-то доложим. Мы примерно уже понимаем, что в районе 5 килограмм, ребят, неважно, рыбы там, мясо нужно на 10 пол-литровых. Бандитка играет там. Стежка. Так. Вот. И потом вот этот соус, маринад еще дольем, чтобы у нас вот в этом соусе все готовилось. Да что, будет прикольно, мне кажется. Все, ребятки, все четенько зашло. И вот сейчас вот этот маринадик туда, в баночку. Плюс-минус. Вот такая у нас будет сегодня закусочка. Ну, готовить будем недолго. Полчасика подержим. Я думаю, хватит курица. Она быстро готовится. Так. Ты что, говорит, Юля, мне не помогаешь? Как ты помогаю? Вон, ребят, закручиваю. Закручиваю. Ну все. Вот так у нас выглядит на этапе. На входе. Посмотрим, что на выходе будет. Ты как думаешь, Юрий, будет вкусно? Ну, я думаю, да. Нормально, да, будет? В любом случае получится. Да, конечно. В автоклаве, ребят, не может ничего не получиться. Не крылышки, так тушенка. Да. В азиатском стиле, да. Конечно. Что-то все равно получится. Конечно. Так что, ребят, говорю, вещь очень крутая. Вот мы, допустим, что-то какой-то у нас был пересол. Мы это в суп все сделали, да? Угу. Ну, то бишь, ничего не пропадет. Как Это минимум. еще первый, наверное, банки. Да, Яичко, наверное. да. Мы просто это в суп запустили. Теперь-то мы уже немножко понимаем. И продолжаем. Вот так вот. Все. Порядок. Так, готовим автоклав. Иди сюда, дружочек. Заскучал, наверное, уже. Оба. Заскучал, дружочек, заскучал. Там эти достань, Ларис. Фальжину. Одну убираем. Ставим уплотнитель. Вот сколько готовим уже, вот что с уплотнителем ничего не произошло. Не потрескался он. Все идеально. Так, водички
Готовим на пару. 1,5 литра. Даже меньше. Все равно выливаем. Хватит. Все, рис забиваем. Одинаковые. Да, у нас разные банки, ребят. Вот на первый ряд одинаковые. Ставим 5 штук. Вот. А теперь разные. Можно маленькие, большие. Короче, тоже удобная вещь. И не важно, ребят, обязательно 10 банок. Да хоть 5 приготовьте, хоть 8. Без разницы. Хоть одну 3-литровую засуньте, да готовьте. Все. Так, подожди. Вот так вот. Все. Клапан открыт. Затягиваем. Да ё-моё. Затягиваем и на огонек, ребят. Я обычно от руки. Вот, если, допустим, женщина, там, не знаю, сил не хватает, можно какой-нибудь отверткой, той же ложкой. Ложка загнется, наверное, отверткой можно подтянуть. Ну все, вытягиваем. Да. Что удобно тоже, вот что. Удобно ручки, ничего не греется. И вес, ребят, нормальный. Если, допустим, это в воде готовить, полностью надо автоклав залить. А здесь 14 литров плюс банки, ребят. Ну, тяжело будет женщине поднять на плиту. Все, сейчас докручиваю. Вот. Оп, оп, оп. Все, больше не надо. Все, на огонь. Заводим баркасик. Так. Вода у нас 20 градусов. Дома. Набираем 100 градусов. Прокипятим немножко, ребята. Вот клапан, как говорю, открытый у нас. Немножко 5 минут прокипятим. Закрываем клапан. Доводим до 120 и набираем давление, ребят. 1,2. Ну, потом уже поддержим, что, полчасика, да, Ларис? Ну, много, в принципе, не надо. Такие дела. Все. Порядок. 120 градусов. Давление подняли. Немножко можно убавить огонь. И полчасика поддержим. Ну, вот как раз в час. В час мы выключим. Такие дела. Завтра посмотрим. Ну, или сегодня вечером. Бум-бум-бум-бум-бум. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, ребят, ну что, проверяем, что у нас получилось. Бабах. Бабах. Давай. Что-то где-то как будто или подтекло, или что. Дай мне тоже бумажку. Ладно, ребят, сейчас мы сюда ставим.
И посмотрим. Так, ребятки, не знаю, что-то потекло опять у нас. Ну, крышки мы постоянно новые используем, не знаю, что. Может, банки, да какие-то уже старые. Нет, мне кажется, просто много. Много? Так, ну что у нас получилось с тобой? Что за закуска? Не знаю. Походу, наверное, переварились. Переварились? Ну да, смотрите, ребят, мы, считай, полчаса держали, когда только набрали, а у нас же, получается, полчаса набирала температуру. И плюс еще остывало. Сколько? 5-6 часов. Как будто бы форму держит. Ну, форму держит, да, ну. Короче, надо немножко поменьше, да? Кажется. Пробуем. Пробуем. Можешь взять руки. Да я так. Ее. Ну, она разварилась. Она разварилась, да. Смотри, кости. На вкус вообще бомба. Ну, к сожалению, перевар, да? Да нет, я бы не сказала. Не, ну должна она вот так. Может, такое так не получится, мне кажется. Она все равно будет мягкая в любом случае. Даже если поменьше подержим, да? Ну, огонь, да? Вкус вообще суперский. Сейчас ее можно добавить к рису, да? Так Пюрешки. уже готовая. А я так пиво хотел. После бани. Ну, значит, без пива больше. Блин, ну вообще супер. Смотри, кости. Смотри. Ребят, видали? Вот это косточка. Вкусненько. Ну, вот этот вкус, ну, то, что, да, вот этот маринад, конечно, супер. Пиво вам еще не дает. Нет. Вообще класс. Ну, блин, ребят, что хотели, я не знаю. Ну, что они полежат? Ничего не изменится. Ну, соус очень вкусный получился. Я бы даже, знаешь, как вот тушенку делал даже так бы, понимаешь? Ну, добавлял вот такие ингредиенты. Ну, задуманное, сами понимаете, ребят. Крылышко вот это берешь. Ну, да, это не закуска, это настоящее блюдо уже. Класс.